подняться не так тяжело, а спуститься тяжело. А, можно поехать. Конечно. На жопе. Ты сейчас упадешь сейчас. Я так и знал. Я даже не пожалел, что сюда приехал. Очень-очень круто здесь. Красивая дорога с лепестками роз усыпана. И вы думаете, куда она ведет? Сказать вам куда? Всем привет, меня зовут Артем, и вы находитесь на моем канале о путешествиях. И в этом видео мы с вами продолжим наше путешествие по Ингушетии. И я расскажу вам о башенных комплексах Ингушетии. Мы посетим Вовнушки башенный комплекс и еще заповедник Эрзи Эгикхал, по-моему, так называется. Причем это не просто башенный комплекс Эгикхал, это в прошлом древний город. Поэтому подписывайся на мой канал, ставь лайки, не забывай делать репосты. Ну и, конечно же, жми на колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. Поехали! Это ингушские башни, Вовнушки называются. Вот сюда люди приезжают и устраивают пикник. Правда, сегодня не погода. Но люди все равно устраивают пикник. Отдыхают. Майские праздники проводят. А, вон там дальше тоже. Ну вот эти красиво. Вон люди лазят, да. На самом верху им что дождь, что снег. Ну да, это эти красивые, старые. Вот Вовнушки, родовой башенный комплекс Оздоевых. Здесь проживал Оздоев Заурбек и его сыновья Хасан, Ахмед, Исраил, Исмаил. Внуки Заурбека проживают в Нестеровской и Орджоникидзевской. Нестеровской и Орджоникидзевской. По-грузински. Мы просто тоже хотели сделать здесь шашлык недалеко, но все места заняты, майские праздники, очень много людей. Люди тоже отдыхают, местные здесь, ингуши. Вот ищем место, где можно присесть. Я еще вот планирую подняться наверх. А где здесь подниматься? Тут? Ты не поднимись. А, то есть они поднимутся. Скользко. Подняться не так тяжело, а спуститься тяжело. А, можно поехать. Конечно. На жопе. Так даже проще спустить. Ну хочется туда залезть. Только пораньше. Дышать, кстати, тяжело. Вот. Да, не упаду. Я же должен снимать, показывать тоже всем. Собственной жизнью рискую. Я-то горец, вот и старый. Горец он. Теперь я буду тоже горцем. Смешно звучит. Сейчас передохну и буду подниматься дальше. Говорят, между этими двумя башнями был мост. Когда война начиналась, зажигали нападал враг, зажигали наверху огоньки. И каждая башня видела друг друга, поэтому на разных скалах. Не подходи близко. А вон внизу, видишь? Прошится. Ужас, да как они это сделали. Ну да. А вон туда, сними красиво. Смотри. Там видишь поселок, там уже, видимо, Грузия. А ну там Грузия. На границе с Грузией находимся. Башенные комплексы в Ингушетии возводила каждая фамилия или каждый тейп. Вот Вовнушки принадлежат тейпу Ойзоевых. И на самом деле около именно этого башенного комплекса ходит много и складывает много легенд. И вот одна из таких, когда на эти башни напали, войнахская женщина спасала очень много людей. И вот когда одна башня горела, и между двумя башнями был мост. И, в общем, остался во время этого пожара только канат. И вот по этому канату она очень много спасла детей, перенося с одной башни в другую.
Ну, вот такая легенда, насколько это правда, я не знаю, но вот историки говорят, что это самая правдоподобная легенда об этих башнях. Ну да, погода не очень хорошая, небезопасно, видите, крошится. Зачем? Не надо выше, скользко. Потом еще прокатимся в кусты. Я вообще спуститься не знаю как туда. Вот. Спускаться также будем. Тейп Айзоевых был одним из самых богатых тейпов на тот момент в Ингушетии, и они охраняли так называемый вход. И плюс просто около этих башен проходил шелковый путь. Ну, естественно, за то, чтобы пронесли товар дальше, да, по этой дороге, нужно было заплатить и дать монету. Поэтому они считались одними из самых богатых. И мало того, всегда задаюсь вопросом, вот как вот на эту башню можно было залезть вообще, как мы туда не могли вовнутрь попасть, мы так и не поняли, как туда пробраться. Вот, может быть, как-то вход закрыли и так далее. И как вообще на них нападали, туда ведь скарабкиваться, чуть сам не упал, было очень сложно. В общем, знаете что, здесь душа, вот я начал говорить об этом. Ингушетия очень душевная. Не хочу никого обижать, не хочу обижать другие республики, да, там. Меня, конечно, приглашают еще в Дагестан. Это будет чуть позже. Но здесь мне очень нравится, правда. Вот. И самое главное, здесь безопасно, тихо. Нет какой-то агрессии или национализма. Здесь все добродушные, улыбаются, гостеприимные. Приезжайте в Ингушетию, друзья, приезжайте. Не пожалеете. Разжигаем угли для шашлыка. Такая красивая дорога с лепестками роз усыпана. И вы думаете, куда она ведет? Сказать вам куда? В туалет, это туалет. Так выглядит туалет, местная кабинка. Видите, все продумали. Природа. Дождь здесь так и не закончился. Поели шашлыка из барана. И едем обратно в Карабулак, в город, в котором я остановился у своих друзей. Вот хочу подойти поближе к речке. Главное не подскользнуться, не упасть вот в бурную. Грязная, правда. Но здесь вот рыбка вкусная, форель водится. Ну ничего, после дождей и ледников она будет чистая. Вы знаете, что самое удивительное было в этих башнях? Это то, что на чем, в принципе, все строение держалось. Это уникальный раствор, который применяли в те времена, и до сих пор неизвестен его точный состав. Говорят, что даже яичные желтки туда вмешивали в этот раствор. Но башни стоят по сей день. Это не единственный комплекс. Есть еще один комплекс. Он находится в заповеднике Эрзи, называется Эгик-Хал, куда мы, в принципе, и отправились сразу после шашлыков, и уже более подробно и детально осмотрели башни, потому что они находились не на скале, они находились уже в более доступном месте. И самое главное, наверное, это было самое красивое место, которое я увидел в горной Ингушетии. Мы еще планируем сюда приехать, когда погода будет нормальная, но не знаю, останется ли у нас время или нет. Я думаю, когда здесь солнечно, здесь еще в 2 раза красивее. Ну, дождь так и не закончился. Ноги мокрые, весь мокрый, но настроение хорошее. Проснулся хоть, потому что сегодня рано утром тоже встал. В общем, смотрим дальше, едем дальше. Государственный природный заповедник Эрзи. Ой, здесь коровы постарались. Смотровая площадка.
Ты как упадешь сейчас. Я так и знал. Я же говорю, Сейчас мы находимся у башенного комплекса Эгикал. Пока что, сколько мы едем по дороге здесь вблизи, это самый большой комплекс, который я увидел. А говорили, что самый большой, как он называется? Мальсам? Таргим самый большой, да. Sorry. Ранее Эгихал являлся древним ингушским городом. Ну, на сегодняшний день там никто не проживает. Если верить Википедии, там проживает 3 человека. Это историческое наследие теперь уже России, которое каждый из нас может посетить. Ну вот, посетил я. Что можно там увидеть? Там можно увидеть более 50 башен, которые были в те времена жилыми, 5 боевых и 6 полубоевых башен. А также там есть еще могильник. Ну, такое впечатляющее на самом деле место. И очень-очень красивое. Дождь так и не закончился. Тут у меня друг решил побежать. Побежал, упал. Хорошо, что здесь мягко падать. Комплекс Эгикал. Я считаю, что он один из самых таких больших, которые я сейчас увидел. Я не знаю, может быть, есть еще больше. Я как раз таки молодой. Меня еще старым называют. Сейчас как в речку плюхнешься с разбега. Ой, не зря говорят, черти носят. Там небольшая вот речушка. Уже и дождевик, в принципе, можно снимать все равно. О, наша машина там стоит. Красивая природа. После Европы, конечно, я такой загорелый. Еще сегодня с утра побрился. Ой, как красиво, какие фотографии можно делать. Ребята, конечно, Кавказ. Кавказ. Красота. А как тут дышится. Очень красиво. Ой, я даже не пожалел, что сюда приехал. Очень-очень круто здесь, классно. Вот они, башни, комплекс. Цветут деревья, такие сады. И, ребят, это природа. То есть это все природой создано. Здесь никто не живет. Каждый из вас может совершенно бесплатно попасть на эту территорию. Правда, только ломать ничего не нужно. Вот здесь похоронен человек, который здесь 1755-1820 год, я не знаю, кто он. Человек был мусульманин, но я не могу найти вокруг. Цветы не кладут, им кладут камушки. На обратном пути. В общем, надо будет положить. Ты видел здесь это могила твоих предков? У меня друг, он ингуш просто. Наша машина, речка. Что я хочу сказать вам, что не передать никакой камерой видео той красоты, которую я сейчас... Ой, вижу. Чуть туда, в кювет не упал. Вот. Конечно же, камера не передает. Нужно смотреть своими глазами. Мы здесь одни. Это совершенно бесплатно. Ну, денег будет стоить только дорога. Мы заправили бак бензином и сами самостоятельно сюда приехали. Самостоятельная экскурсия. Мой канал вообще о самостоятельных путешествиях, поэтому, друзья, старайтесь сами ездить.
Википедия в помощь, Google в помощь. Все вам подскажет, расскажет. Ну, в принципе, в России недорого и гида взять. Так, сейчас вам буду показывать башни. Не мотай мое видео, подписывайся на мой канал обязательно. Ставь мне лайки или дизлайки, если вам не понравилось. Я, конечно, могу всегда говорить, что вау, красиво. Красиво, но потому что это моя эмоция. И здесь, правда, очень здорово. Слышите? Тишина. Сады — это люди не садили. Это все природа, это все горы. Здорово очень. Так, да, зашли мы вовнутрь одной из башен. Ничего не восстанавливает. Вот как все было, так осталось. Вот эти дырки, это были брусья, видишь? Ну да, а там... А тут что? Такие дырки. Тут, видимо, была какая-то типа печка или что это? Вот эти большие, сюда балки засовывались, этажи перекрытые делали. Они везде, видишь, идут. Это этажи. Первый этаж, второй этаж, третий этаж, четвертый разрушен. Ну как вот в музей мы ходили в Чечне, в Грозном. Там же была башня в разрезе. Это башни ингушские, а не чеченские. Мне кажется, у Чечни вообще нет башен таких. Пойдем. Так, двигаемся дальше. Вот еще есть некоторые объекты. Очень жаль, что за ними, мне кажется, вообще не следят. Брошены как будто. Коровы здесь ходят, травку щипать. Ой, сколько фотографий красивых можно здесь сделать, конечно же. Какая красота. Вот видите, история нашей страны. И я не знаю, почему Кавказ так отделяет от России, и начинается вот эта вот межнациональная рознь. Все-таки это наш народ, их история тоже нужно уважать. Интересно, у этой крыши примерно лет 600-700. Тут мне подсказывают. Ну да, 13-14 век. Очень интересно так сделано, кладка. Это у нас башенка внутри. Ну тоже камни, здесь все брошено. Кто-то выбил решетку. Вот. Тут какие-то тряпки вот валяются. Приближаемся к основному комплексу. Людей нет, потому что дождь. Хотя очень много туристических автобусов приезжает. Вот. На этом наше путешествие по Ингушетии еще не заканчивается. В следующем видео мы с вами продолжим знакомиться с башенными комплексами Ингушетии, а также посмотрим водопады в республике Ингушетия, но уже в более лучшую погоду, потому что где-то дней через 5 погода наладилась, и мы снова отправились в горы. Но это уже в следующем видео, поэтому подписывайся на мой канал, ставь лайки, пиши мне комментарии, жми на колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. Ну и, конечно же, не забывай, не ищи 1000 причин не путешествовать, ищи миллион причин, чтобы поехать и полететь. До встречи. Когда смотришь на народы, у нас в России проживает очень много народов, да, и у нас идет дележка на евреев, на православных и на мусульман. И постоянно вот у нас идет стычка большая. А кто-то даже у нас есть и язычники. Вот. И вот хочется, чтобы все как-то в мире жили. И не говорили, а ты из Кавказа, с гор спустился. Ну, потому что если историю знали, что если знать историю, вы бы знали, что, например, в этих башнях жили ингуши с верой православной, да, не христиане были. Вот. Только со временем так получилось, так вышло. Но ни в коем случае Бог, Он един, это самое главное. А то, какое писание, это уже другая история. Это да, Бог рассудит, как говорят. Вообще на эту тему религии не нужно спорить, говорить, тем более делиться. Нужно друг другу помогать.